У нас инфляция на уровне целевого значения. Это 6 плюс минус 2% на долгосрочную перспективу. Мы должны перейти к новому мышлению с точки зрения того, что зарплата не должна быть единственным источником жизнедеятельности. Должна быть корзина доходов. Вот маленький показатель того, что ВВП на душу населения в Таджикистане составляет около 900 тысяч долларов на душу населения, а в среднем по миру 15-18 тысяч долларов, вот вам потенциал для развития нашей экономики. Если взять по отношению к Агроинвестбанку, Ташпромбанк и другими, да, это были крупные системообразующие банки в Таджикистане, но та модель ведения бизнеса, которая была им присуща, она уже не отвечала современным требованиям. По мере строительства, увеличения балансовой стоимости этой крупнейшей стройки, растет и стоимость курсовой каждой акции. Например, примерно, я так считаю, сейчас каждая акция, которая была куплена на 100 сомони, может быть, она имеет стоимость 500 сомони. Может быть. Подкаст-студия Академия трех медведей представляет цикл передач «История мировой экономики». Мы будем говорить об экономических успехах и неудачах стран и народов. Сегодня наша тема будет посвящена банкам и финансам в Таджикистане. Сегодня у нас в гостях эксперт, ведущий научный сотрудник Института экономики и демографии при Национальной академии наук Республики Таджикистан, доктор экономических наук Бахром Шарипов, а также наш гость и наш коллега, руководитель Центра свободного рынка Азиз Тимуров. Здравствуйте, товарищи. Здравствуй, Фарод. Аки Бахром, недавно правительство Таджикистана провело частичную девальвацию сомони. Не исключено, что девальвация продолжится. Простые граждане почувствовали это на себе и, увидев, как поднялись цены практически на все товары и услуги. Объясните мне, как простому обывателю, не эксперту в области экономики, чем отличается девальвация от инфляции? Ведь зачастую то, что возникает такое ощущение, что за ту сумму, которую раньше я мог что-то купить, сейчас это невозможно сделать. Спасибо за вопрос. Нужно сказать, что в той ситуации, которая сложилась в нашей экономике в настоящее время, это действительно вопрос, который интересует всех граждан, так как затрагивает их бюджет. И для бизнесменов очень важно определить, что такое девальвация и инфляция. Но на бытовом уровне то, что вы сейчас отметили, инфляция и девальвация как бы считается одним процессом, который ведут к росту цен и росту инфляции. Но на самом деле это разные экономические процессы, которые необходимо разделять с точки зрения того, как они влияют на экономику, на бюджет страны и на бюджет каждой семьи. Нужно сказать, что девальвация – это процесс обесценения национальной валюты. Данный процесс, он является объективным. И даже в развитых странах, в любой экономике этот процесс происходит. Говоря о Таджикистане, необходимо сказать, что девальвация, она осуществляется как в скрытой форме, так и в явной, официальной, когда не правительство, а Национальный банк Таджикистана изменяет курс обмена по отношению к иностранным валютам. С этой точки зрения обесценение национальной валюты ведет к тому, что наша экономика приспосабливается к внешним условиям в связи с тем, что вся мировая экономика находится в движении, изменений, и вот те процессы, которые там происходят, они, в частности, как создают проблемы для нашей малой открытой экономики, так и создают новые возможности для развития. Девальвация осуществляется для того, чтобы привести в соответствие курс национальной валюты и иностранных валют. И это приводит к тому, что постепенно экономика наша адаптируется к внешним условиям. Инфляция – это обесценение национальной валюты внутри страны. И, как вы сказали, рост цен на товары,
услуги, оно действительно снижает покупательную способность населения, снижает уровень жизни. Поэтому основной целью Национального банка является долгосрочное обеспечение стабильности цен в экономике. И в данном случае, если так посмотреть динамику развития инфляции в нашей экономике на протяжении уже нескольких лет, она поддерживается на стабильном уровне. Но с точки зрения обывателя, когда мы видим, что увеличиваются цены на какие-то товары, то нужно сказать, что инфляция, она рассчитывается по индексу потребительских цен, то есть составляется корзина товаров, которые потребляются населением, и исходя из этого роста цен внутри этой корзины, говорят об инфляции. Если так взять, инфляция в Таджикистане сейчас у нас по итогам 11 месяца 8,5% годовых. Это в пределах целевого показателя. Но на отдельные товары цены повысились в большем размере. Например, сахар, мука. С чем это связано? Я думаю, что не на отдельные товары, а на большую часть товаров. Мое субъективное мнение такое. Национальный банк, именно субъективное мнение таково, что люди сразу оценивают рост цен на какие-то товары и связывают это с инфляцией. Но есть здесь очень много факторов. Это факторы, связанные с сезонным характером. Сейчас в условиях пандемии, когда ситуация в мире изменилась чуть-чуть в худшую сторону, и многие государства, в том числе Америка, Россия и другие страны, начинают проводить протекционистские меры, и в связи с сокращением объема производства в этих странах мы начинаем заводить товары уже в меньшем количестве, по более высоким ценам, и это, соответственно, влияет на рост цен, потому что у нас на потребительском рынке большая часть наших товаров, которые мы потребляем, это завезено из-за рубежа. И это факторы, они начинают оказывать влияние на нашу экономику и жизнь. Но вместе с тем, самое главное, урок, который мы вывели, и который сейчас даже на уровне глобальных экономик ведет и Америка, и другие страны, это защита все-таки проведения не глобалистической политики, а протекционистской, то есть поддержка внутренней экономики. Если так взять, то наша страна сейчас тоже в рамках этой политики проводит политику сокращения импорта и в зависимости от импорта и наращивания потенциала внутренней экономики по производству товаров. В этом отношении девальвация, она позволяет делать выгодным производство отечественных товаров, а завоз импортных товаров, он становится невыгодным. Это одно из факторов того, что изменяется политика в отношении развития реального сектора. А что такое реальный сектор? Это новые рабочие места, это новые объемы производства, это уже независимое пополнение госбюджета за счет внутренних источников. Так что говорить об девальвации как отрицательном моменте, который бытует среди населения, это очень чуть-чуть неправильная позиция, но вместе с тем для тех, кто от нее больше страдает, население, которое имеет стабильные доходы в национальной валюте, для них необходимо, либо, если они имеют излишки, размещать свои средства так, чтобы компенсировать потери от девальвации за счет роста их доходов. Это, например, заниматься частным бизнесом, вкладывать свои средства в какие-то финансовые активы, которые позволяют получить доходы выше, чем потери от инфляции и девальвации. А почему происходит такая ситуация, что вы говорите об импортозамещении, но есть у нас товары и услуги, которые оказываются, но на них тоже оказывает, то есть влияние вот эта сфера, то есть если мы, например, ввозим, скажем, яйца, да, и, соответственно, производим здесь же яйца, у них почти одинаковая цена, и она также растет за счет того, что цены также растут. Но нужно сказать, что в общем, если так, теоретическом плане
вот политика, которую проводит сейчас на глобальном уровне, и наша экономика, так как она открытая и рыночная, в мире формируются единые цены везде, как единая площадка. И с учетом национального курса формируется внутренняя цена. Но для вот глобальных инвесторов, производителей, и независимо от курса, у них единые цены. В этом отношении выигрывает тот, кто адаптируется к новым условиям и может нормально вести свою производственную деятельность с учетом сокращения своих расходов, получения прибыли. Прибыль позволяет наращивать их потенциал производственный. В этом отношении необходимо создается конкурентная среда, равная для всех. Но учитывая, что Таджикистан все-таки перешел к рыночной экономике всего 30 лет назад, а история развития рыночной экономики, она насчитывает сотни лет, например, Америка это 200, 403 лет, то мы только находимся на этапе перехода к зрелым рыночным отношениям. В этом отношении наши пока производители яйца имеют меньший опыт, менеджмент не такой, используется более устаревшее оборудование. Все это влияет на низкую конкурентоспособность наших товаров. В этом отношении необходимо предпринять очень много мер для того, чтобы создать благоприятные условия для развития национальной отечественной промышленности. Только в этом случае мы сможем на равных конкурировать с иностранными контрагентами. Поэтому у нас и можно видеть, что при производстве даже яиц наращивать, когда потенциал наращивается, вместе с тем импорт яиц тоже имеет место. И делается все для того, чтобы развивать нашу отечественную промышленность. Необходимо отметить, что учитывая, что Таджикистан вошел в ВТО, мы не имеем применять различные ограничительные меры, чтобы ограничить импорт, потому что могут применяться санкции. Но создав условия через развитие финансового рынка, через предоставление доступных финансовых ресурсов, мы имеем возможность поддержать наших товаропроизводителей. Цена же все равно же растет. Хоть даже если мы выходим, скажем, на рынок международный, все равно для меня, для обывателя, эта цена все равно высокая. Но если даже у внутренних производителей. Да, я поэтому говорю, инфляция, процесс инфляции – это естественный процесс везде, во всем мире. Даже доллар обесценивается, если так взять такую большую историческую перспективу. А так как наши сомони или другие национальные валюты больше привязаны к доллару, и потом в различных экономиках происходят различные процессы, связанные с обесценением их валют. Например, последний за этот период январь по декабрь текущего года, например, наша валюта обесценилась к доллару всего на 16%. Не говоря о том, что мы предъявляем очень много негативных оценок этого, но в России обесценение российского рубля к доллару произошло свыше 26%. В Казахстане, это все партнеры, которые с нами взаимодействуют, происходит рост цен. И это влияет и на нас через торговый баланс, через ухудшение его состояния. И в этом отношении, учитывая, что наш реальный сектор в экономике очень пока слабый, мы имеем меньше возможности противодействовать или минимизировать их отрицательные последствия. Но рост цен происходит, но в этом отношении необходимо, учитывая всю потребительскую корзину, может быть, в рамках нашей потребительской корзины мы будем меньше потреблять яйца, а перейдем к овощам, фруктам и другим. То, что есть такое понятие эластичность спроса. Когда что-то повышается на какую-то продукцию, это мы заменяем его менее дешевым продуктом. В этом отношении мы можем потреблять, может, куриное масло, мясо или там другие виды
продуктов. Или вовсе сократить потребление. Потребление. Кибагром, у меня и вот к первому вопросу возникли несколько зацепок, хотел бы их... Меня больше интересуют практические аспекты, вот как действует. Вы сказали, что для людей, которых имеют фиксированный доход, я думаю, это бюджетники, те, которые, например, получают зарплату или из государственного бюджета, это на них повлияет. Насколько можно считать, что это все-таки же для них это плохие новости, ухудшение, например, сокращение потребления, определенная нервозность, что насколько будут еще подниматься цены. Вот как вы думаете, насколько можно прогнозировать вперед и считать, что цены в связи с инфляцией, девальвацией будут также расти вперед, хотя бы вот до конца этого года или в ближайшие, в первую половину следующего года? Ожидания какие? Пессимистичные? Я имею в виду в уровне роста цен. Нужно сказать, что в настоящее время очень много факторов влияет на инфляцию и цены, но правительством принимаются меры по проведению экономических реформ, по структурным реформам, институциональным реформам, но нужно, вот как вы сказали, эти реформы, они дадут эффект через 2-3 года. В этом отношении, чтобы доставить оборудование, наладить производство. Чем больше будет налажено производство товаров, тем меньше и будет рост цен с точки зрения этого. А реформы уже начаны? Реформы продолжаются. Реформы никогда у нас не заканчивались. Вот, если так взять, то мы, начиная с 2000 года, только перешли к рыночным преобразованиям. И в последние 5-6 лет, уже после, например, мирового финансового кризиса 2008 года, кризиса 2014-2015 года, наше правительство начало разрабатывать программы по проведению экономических реформ. В этом отношении, если так взять, с 2010 по 2015 была программа развития экономики Таджикистана национального, и с 2016 по 2030 разработана национальная стратегия развития Таджикистана, и в рамках ее уже реализована среднесрочная программа развития 16-20, а сейчас идет подготовка к реализации среднесрочной программы 21-25. Там предусмотрены все меры по развитию и отечественной экономики, и реального сектора, и вместе с тем, как вы сказали, на Национальный банк возложена функция по поддержанию стабильности цен в экономике и поддержанию долгосрочной инфляции на определенном уровне. В этом отношении Национальный банк проводит очень много мероприятий, используя свои инструменты монетарные, чтобы поддерживать инфляцию. Согласно официально, я еще раз повторяю, что у нас инфляция на уровне целевого значения. Это 6 плюс-минус 2% на долгосрочную перспективу. Сама это установление долгосрочной инфляции как целевой функции Национального банка, она позволяет инвесторам и зарубежным, и внутренним разрабатывать и реализовывать свои инвестиционные проекты. Стабильность, поддержание этой курса, она позволяет формировать благоприятные условия. Но вместе с тем, с точки зрения, если бизнесмены взять, рост цен позволяет увеличить их доходы. Значит, прибыль будет больше, они больше будут вкладывать. Но, чтобы нивелировать негативные явления, во-первых, сами население должно заботиться о том, чтобы лучше вкладывать свои средства в какие-то инструменты, которые производят дополнительный доход. Мы должны перейти к новому мышлению с точки зрения того, что зарплата не должна быть единственным источником жизнедеятельности. Должны быть корзина доходов. От вложений в депозиты, в ценные бумаги, другие эти. То, что, например, в семье не приносит дохода активы, нужно от них избавляться. В этом отношении нужно повышать доходность бюджета каждого этого. Но есть категория людей, которые не имеют таких возможностей. Она подпадает потихоньку в категорию бедных или низко это.
В этом отношении должны развиваться уже другие механизмы социальной защиты. Это выплата компенсаций, бюджетных этих. В Таджикистан, так как большая часть населения это все-таки мусульмане, есть другие механизмы. Это благотворительность, закот, эти, которые выплачиваются безвозмездно соседям, родственникам. Это тоже позволяет снизить социальную напряженность. Ну, учитывая, если я не ошибаюсь, что уровень бедности в Таджикистане был 29%, но учитывая сейчас пандемия, возможно, еще на пару процентов возрос. Но то есть это большая сфера, сегмент населения, которые считаются бедными. Но я хотел бы обсудить вопрос, связанный, куда вкладывать в самом конце нашего подкаста, если позволить. А вот сейчас у меня вопрос, который я бы хотел задать. Вы затронули вопрос бизнеса и инвестиций. Такой немного наивный вопрос. Почему некоторые многие населения жалуются, я читаю соцсети, что очень высокие кредиты, то есть, если сказать по экономической теории, то это очень короткие и дорогие деньги. Почему для бизнеса, ну и в том числе для потребителя конечного, таджикские банки, ваша сфера, предоставляют такие высокие кредиты, которые и очень на короткий срок, что нельзя делать прогнозы, нельзя развивать бизнес, и нужно возвращать, и вообще не очень выгодно для бизнеса. А как мы будем развивать экономику, если частный сектор не обладает достаточно финансовым ресурсом? Ваш вопрос очень хороший и актуальный, но с точки зрения того я скажу, что, например, согласно той программе рыночных преобразований, которая сейчас реализуется, до 2015-2016 года у нас формировалась потребительская модель экономики в рамках национальной экономики, которая подпитывалась денежными переводами. И в этом отношении большая часть их шла на потребление, и это позволяло, тем не менее, развивать нашу экономику устойчивыми темпами. Сейчас ситуация изменилась. И сам подход к развитию, модель экономики новая, он формируется на инвестициях. Для того, чтобы реализовать массовые инвестиционные проекты, необходимы длинные и дешевые деньги. Поэтому, если так взять, до 2015-2016 года наша экономика, которая подпитывалась денежными переводами, были огромные денежные вливания со стороны международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных крупных масштабных проектов по строительству дорог, гидроэлектростанций и других. Все это сформировало какую-то зависимость нашей экономики от этих ресурсов. Сейчас в связи с сокращением этих потоков стала проблема использования внутренних ресурсов для того, чтобы нарастить базу длинных и дешевых денег. Но за этот период, когда финансовый сектор развивался, на нем произошли в связи с прежней моделью деформации в развитии. Развивался только банковский сектор, а другие сегменты финансового рынка, связанные с формированием долгосрочных финансовых ресурсов, как рынок ценных бумаг, долгосрочное страхование жизни, другие, например, сегменты, как производные финансовые инструменты, они остались в зачаточном состоянии. И эти факторы, они влияют на то, что мы пока только переходим к этапу формирования этих основ, чтобы формироваться длинные деньги, внутренние. Как это позволяет? Например, долгосрочное страхование жизни. Вы страхуете свою жизнь на 15-20 лет и, соответственно, накапливаете ресурсы, а эти ресурсы именно потом идут как долгосрочные ресурсы на развитие реального сектора. В настоящее время большая часть сбережений у нас ограниченно вкладывается только в банковские депозиты. А банковские депозиты, они у нас короткие из-за того, что инфляционные ожидания, изменение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам приводят к тому, что сбережения в национальной валюте становятся невыгодными. В этом отношении нужно сказать, что правительство приняло курс на устранение этих структурных деформаций в финансовом секторе и формирование опережающего развития долгосрочных страхований жизни, развитие рынка ценных бумаг, развитие сегмента по производным финансовым инструментам. Последнее позволяет
трансформировать короткие деньги в длинные деньги. Есть такие механизмы. И не только трансформировать, но и хеджировать их. Например, вот то, что мы говорим о девальвации валютных рынков, в рисках, мы можем снизить эти потери для наших и населения, и субъектов рынка. Вот в настоящее время этот механизм используется частично только передовыми микрофинансовыми организациями, когда зарубежные инвесторы предоставляют нашим микрофинансовым организациям ресурсы не в инвалюте, а в национальной валюте Сомони. То есть партнерские отношения позволяют разделить валютные риски между той стороной, как мы говорим, социальным инвестором, и внутренними этими. Соответственно, потери сокращаются от разных движения, колебаний валюты. В этом отношении я бы хотел нашим бизнесменам, которые работают с внешним рынком, использовать эти механизмы, во-первых, а во-вторых, в связи с переходом к новым изменениям в структуре финансового рынка, больше использовать механизмы хеджирования. Это опционы, деривативы и другие механизмы, позволяющие снизить эти риски. Ну, это новое. Звучит очень странно, страшно. Для нашей... это не страшно, это во всем мире это широко используется. И вот формирование развитого, сбалансированного финансового рынка формирует дополнительные конкурентные преимущества для отечественных товаропроизводителей и населения. Я не понял, в чем разница, если инвестор, он откуда приобретает этот Сомони, если он инвестор? Инвестор может, если так взять, инвестор может формировать свои ресурсы для того, чтобы реализовать инвестиционный проект за счет внутренних ресурсов, если их не хватает, за счет привлечения с финансового рынка. Это либо кредиты, это либо финансирование в виде выпуска ценных бумаг, за реализации его ценных бумаг, который позволяет ему приобрести финансовые ресурсы для вложения в инвестиционные проекты. У нас эта сфера чуть-чуть ограничена. Мы только ограничены кредитами. А так как кредиты дорогие, то и, соответственно, реализация инвестиционных проектов очень сильно ограничена. Снижение цены на кредит, на эмиссию ценных бумаг и другие инструменты позволят стать доступными к реализации и множество инвестиционных проектов. И это говорит о том потенциале, который заложен в нашей экономике на будущее развитие. Маленький показатель того, что ВВП на душу населения в Таджикистане составляет около 900 тысяч долларов на душу населения, а в среднем по миру 15-18 тысяч долларов, вот вам потенциал для развития нашей экономики. У нас очень огромный потенциал. Поэтому просто необходимо работать над тем, чтобы изыскивать, во-первых, резервы, во-вторых, использовать международный опыт, адаптировать его здесь и нормально развиваться, создавать условия для развития. Звучит очень оптимистично, но как-то не верится. Я просто хочу... Почему мой скептицизм заключен в том, что, например, то, что говорите, как модель, возможно, но если мы сталкиваемся с суровой реальностью, хотя бы тем, что уровень доверия населения к банкам, несмотря на то, что есть предполагаемые большие запасы не в банковской сфере, то есть, грубо говоря, под подушкой у населения есть, несмотря на то, что достаточно большое количество населения находится в состоянии бедности, но тем не менее эти деньги существуют. И которые, например, была даже идея использовать деньги мигрантов. Вы упомянули про потребительскую модель экономики, когда нужно сменить ее с инвестиционной. Но хочу заострить внимание на уровень доверия населения к банкам, который сильно упало в связи с предыдущими кризисами. Их было два, например, 2008-2014 годы, и пандемия, и так далее. И несколько скандалов, которые были внутри банковской сферы. Это скандал с Точборнбанком, Агроинвестбанком, где вы работали. Точнее, скандал, как, например, самый успешный банк, который один из успешных, насколько я знаю, он вообще успешным был, сильно сел не только потому, что был кризис, а потому что было неэффективное управление или, например, было вмешательство со стороны государства.
даже для покрытия вот тех знаменитых хлопковых предприятий. Насколько вот эти все же влияют на вот недоверие к банкам, и вот Очпромбанк тоже сильно, люди жалуются до сих пор. Мы помним эти очереди. И с одной стороны, а с другой стороны, мы видим, что открываются новые банки, которые до сих пор не были известны на рынке, и вдруг, то есть когда непонятно, с одной стороны, люди прячут свои деньги, но с другой, банки открываются, говорят, мы новые, мы хорошие, вкладывайте деньги. Вот это, какая информация должна быть в голове у обывателя? И как все хорошо? Или доверие? Да, и как повысить уровень доверия? Но вот нужно сказать, что мировой финансовый кризис 2008 года, если так взять, он начался в Америке, и если так взять, то в рамках его один из мощнейших банков в мире, как мы знаем, он обанкротился. За ним пошли банкротства других мировых страховых компаний. Кризис – это все-таки кризис. Он выводит, у кризиса есть одна маленькая такая функция, очистительная. Она очищает из рынка тех игроков, которые не могут адаптироваться эффективно к новым условиям. Если взять по отношению к Агроинвестбанку, Ташпромбанк и другими, да, это были крупные системообразующие банки в Таджикистане, но та модель ведения бизнеса, которая была им присуща, она уже не отвечала современным требованиям. Одной из причин было то, что использовали депозиты, короткие депозиты населения для финансирования инвестиционных проектов долгосрочных. Максимальный срок вложения депозитов по дням он был 300 дней, 3 года. Но вложения были осуществлены на 10, 8, 12 лет. Соответственно, в условиях, когда сократились денежные переводы из-за рубежа, стала ощущаться потеря ликвидности этих банков. Стали ухудшаться условия обслуживания депозитов. Соответственно, население начало волноваться. И это привело к тому, что население начало изымать свои деньги, ухудшая же положение этих банков. Кроме того, ухудшение ситуации с финансовым положением в условиях кризиса, это обычное явление, привело к тому, что иностранные наши партнеры тоже отозвали свои ресурсы. Двойной эффект пошел. А кредиты, которые вложены в долгосрочные ресурсы, не возвращались. Соответственно, началось ухудшение положения дел, и это привело к снижению платежеспособности. И полный... Плохой менеджмент. Но это то, что раньше мы, вот как вы сказали, больше смотрели на развитие оптимистично, с учетом прежних тенденций. А необходимо смотреть вперед, анализировать. А экономика в настоящее время глобально такая, что больше неопределенности. Соответственно, нужно выявлять риски и использовать инструменты, которые позволяют их нивелировать или нейтрализовать. Вот этот момент у нас был чуть-чуть запущен. А то, что коммерческие банки не должны заниматься инвестициями, это говорит и практика Великой депрессии в Америке 30-х годов, когда банки действительно тоже вкладывали средства в долгосрочные финансовые инструменты, и падение ВВП там было где-то на 33%. Это Великая депрессия была. У нас, слава богу, что кризис в банковской системе не привел к коллапсу в экономике. Экономика развивалась стабильно, но чуть темпы замедлились. Но мы были в плюсе. И в этом отношении появление новых банков позволило в рыночной экономике компенсировать потихоньку их отрицательное воздействие. Но потеря доверия вкладчиков, она связана и с неэффективностью деятельности фонда гарантированных банковских вкладов. Вот тот механизм компенсации денежных средств, которые вложены в банковские депозиты, когда этот фонд своевременно не выплатил, не поддержал, он может и поддерживать ликвидность банков, привело к тому, что уровень доверия снизился. Хотя правительство выделило Агроинвестбанку где-то около $1 миллиарда
Сомон и Содротбанк около 2,2 миллиарда сомон на поддержку ликвидности, но этих средств оказалось недостаточно, так как те вложения в кредиты, которые были долгосрочными, и вот ухудшение ситуации с возвратом кредитов не позволило компенсировать вот эти поступления за счет погашения кредитов. До настоящего время именно вложения в кредиты, которые не возвратились от бизнеса, бизнес, ситуация ухудшилась, не позволяет выполнить обязательства перед депозиторами. Поэтому это не сколько ошибка, это совокупность многих факторов. Совокупность влияния очень многих факторов. И самое главное, правительство, наука наша отечественная, сам менеджмент банков, оно приводит к тому, что начинают учитываться эти риски при настоящей модели их действий. А разве это не все было рассчитано до мелочайших деталей? Вот рыночная экономика, она, в общем-то, если так взять, это рыночные силы. Просто человек, когда не знает, с чем это связано, он начинает искать причину в самом легком таком факторе и начинает говорить о субъективном факторе, о теории заговора и других. О жадности банков. Ну, это тоже есть. Поэтому любой человек, который хочет работать с банком, он должен уметь правильно выбирать свой банк обслуживания. Даже вот эти Агроинвестбанки, вот особенно Содеротбанк, когда в 2015-2016 году они публично заявили о том, что хотят в течение 1 года или 2 лет нарастить вдвое филиальную сеть, уже тогда высказывалось сомнение в успешности этой стратегии, так как быстрый рост филиальной сети, связанный со строительством филиалов, оснащением их новой техники и технологий, это крупные затраты. И вот один из факторов это и есть потеря ликвидности за счет неправильного ведения бизнеса и менеджмента. Сейчас наши банки отошли от политики строительства, перешли к политике аренды помещений. Существенно снижает затраты, но с учетом изменения ситуации в регионе они могут передислокации делать без никаких существенных затрат. Теперь я знаю, банки стали большими собственниками недвижимости граждан, тех, которые не могли оплатить свои доходы, кредиты. Что они будут делать с этой недвижимостью? Довольно такой, это, во-первых, и социальный вопрос. Люди остались без жилья, без капитала. А банки что будут делать? Ну, нужно сказать, что действительно вот период 16 по настоящее время банками было взято в счет погашения ранее непогашенных кредитов недвижимости где-то на сумму где-то около 4 миллиардов сомон. Ух ты. Эти ресурсы для банков – это мертвые ресурсы. Так как они не приносят дохода, а необходимо выполнять свои обязательства по процентам, по депозитам и других, значит, это затратный механизм. Кроме того, Национальный банк в рамках своих положений и действующих инструкций за приобретение этой недвижимости и нереализацию ее на рынке обязал банки формировать дополнительные резервы. Это расходы. Соответственно, банкам невыгодно держать, но ситуация такая, что цены снизились на недвижимость, банки не могут это реализовать, а так как они реализуют по цене ниже, чем на балансе, это ведет к еще большим потерям, снижению их капитала. И вот здесь проблемы есть. На развитых рынках наличие различных коллекторских организаций, других институтов позволяет эти проблемы решать очень быстро. Вот мировая практика показывает, что банковские кризисы в среднем, они продолжаются 2 года. 2-3 года максимум. У нас уже 4 года продолжается, но последний вот этот 19 год показывает, что начинается процесс восстановления банковской системы, растут активы, кредиты, депозиты. Так что тот психологический негативный момент, который был у населения, он потихоньку уходит, и доверие повышается.
потому что жизнь вынуждает людей использовать деньги эффективно. Если нет, они будут обесцениваться, себе же дороже обойдется. Поэтому нужно идти на риск, но осознанный, с минимальными последствиями. Акибахром, а что делать, если в 2021 году ковид не отступит? На какие ресурсы будет опираться экономика и банки Таджикистана? Каков, на ваш взгляд, у правительства топ-3 сценария развития событий? Ну, нужно сказать, что Таджикистан, он признан международным сообществом, и Таджикистан реализует программу развития тысячелетия, другие проекты со Всемирным банком, Международным валютным фондом и так далее. Поэтому в этих рамках уже запланировано финансирование нашей экономики за счет их инвестиций на многие миллионы долларов, даже миллиарды, можно сказать. Это есть один источник внешний. То есть просить... Не просить. Это их программы. Вот нужно такую истину одну усвоить, что в рамках глобальной рыночной экономики кризис в одной стране может сформировать глобальный кризис. Региональный, глобальный, это повлияет отрицательно на другие страны. Вот кризис азиатских стран, он привел к тому, что все пострадали в мире. И это обходится дороже, чем поддержка развивающихся стран, поддержание их стабильного. Поэтому и реализуется программа устойчивого развития, поддерживаемая международным донорским сообществом. Вот даже в рамках программы поддержки экономики Таджикистана после пандемии COVID мы получили более 300 миллионов долларов поддержки. МВФ выделила нам 181 миллион долларов для поддержания платежного баланса других. МВФ списала 11 миллионов долларов в рамках проекта поддержки развивающихся стран. Всемирный банк выделил 11 миллионов для поддержки социального сектора, особенно здравоохранения, и другие программы. Но это внешние факторы. Есть внутренние ресурсы. Вот то, что вы говорили об М0 и М1, денежные агрегаты. В настоящее время есть такое... негативный вклад населения и бизнеса в том, что они используют больше денег наличных вне банковской системы. А это к чему приводит? Когда около 15 миллиардов сомон обращаются вне банков. Это значит, ресурсы банков сокращаются. Вот вам удорожание стоимости денег. И во-вторых, вот эта масса, свободная масса денег реагирует на все катаклизмы в экономике. Она является одним из таких факторов роста цен, колебаний высоких. Потому что каждый хочет обезопасить себя, и любой слух, любое это ведет к тому, что начинаются спекулятивные и атаки и на валюту иностранную, и на товары, и на эти. Люди делают запасы, которые нет необходимости формировать такие огромных суммах. И поэтому население, когда больше использует ресурсы в банковской системе, начинают работать денежные мультипликаторы. Например, у нас сейчас денежный мультипликатор М2, смотрите, М2, он ниже, чем денежная база. Это значит, мы искусственно сдерживаем кредитование экономики, так как при наличии большой массы денег вне банков это может еще раз увеличить инфляцию. Национальный банк только в течение этого года осуществил операции на открытом рынке по привлечению стерилизации излишней денежной массы на 7 миллиардов сомон. Миллиард. За это, чтобы изъять эти излишки, была выплачена очень большая сумма тем, кто имел эти излишки. Это, в общем-то, банки. На межбанковском рынке эти операции, стоимость вот это привлечения 16%. Мы платим за то, чтобы не использовать деньги. Вот какая складывается парадоксальная ситуация. Резервов очень много. Поэтому доверие населения, доверие бизнеса к банкам, оно позволит, вот именно категория доверия, позволит всем использовать этот ресурс на благо развития.
А будет ли увеличение или снижение налогов в 2021? Ну, вот в рамках того, что правительство приняло обязательства по пересмотру налогового кодекса и предусматривается существенное облегчение налогового бремени на бизнес и другие структуры. Существенно. Существенное. Она позволит, с одной стороны, сформировать внутреннюю базу у субъектов рынка, чтобы увеличить свою массу прибыли, и эта масса будет идти на вложение в инвестиции. Поэтому мы переходим и здесь от модели концентрации больших средств в государстве, но у нас есть обязательства внешние по привлеченным ресурсам, есть обязательства по средству Рагунской ГЭС и другие. Поэтому постепенно сокращаться будет налоговая нагрузка на бизнес для того, чтобы децентрализовать эти потоки и чтобы получила реализация массовой финансирования не только крупных, но и средних и мелких инвестиционных проектов. И вот затронули тему вскользь про резервы, про ресурсы. Хотел бы затронуть, потому что тоже интересует наши золотовалютные ресурсы, резервы, которые очень влияют. Во-первых, они поддерживают стабильный курс ОМОНи, в зависимости от того, будет ли много золота, в прямом смысле этих слитков, то есть СОМОНи будет более или менее крепким и более стабильным и надежным, как валюта, если я ничто не путаю. Если вы читали последние новости, ну не совсем относительно последние новости, то чтобы выполнить свои обязательства по социальной сфере, по бюджетной сфере, вот, были проданы на международном рынке, на золотовалютном рынке, как это называется, резервы, золотовалютные резервы, которые официальное правительство считает секретным, но по данным международных институтов развития и по данным по экспорту золота и драгметаллов, драгкамней выросло с тем, чтобы покрыть защищенные статьи бюджета. Это, то есть, бюджет, зарплаты, стипендии, пенсии. То есть, по сути, мы открыли свою кубышку, которая на черный день была, и говорят, что около 3 миллиардов в сумме этих золотых валютных резервов. Насколько это не сигнал того, что мы как-то очень близко подошли к каким-то рискованным вещам, что мы уже последние открываем, последние запасы? Или есть еще другие ресурсы, которые мы не знаем? Ну, о ресурсах я сказал. Да, но это потенциально, если что-то делается. А вот но то, что нужно сказать, что золотовалютные резервы это не является каким-то фондом средств на того, чтобы покрыть недостачу бюджета, другие. Ее функция другая. Это поддержание внешней платежеспособности нашей экономики. И в этом отношении это не какой-то страховой фонд, а это динамичное такое понятие золотовалютные резервы. Нужно сказать, что он используется для поддержания внешней ликвидности, то есть обслуживания импорта, других обязательств. И его сокращение, например, оно приводит уже к тому, что мы не можем оплачивать свои обязательства, соответственно, нам никто не будет не поставлять товары, ни другие эти. Это приведет к коллапсу. В этом отношении у нас чуть-чуть маленькая сложилась такая ситуация, что импорт над экспортом у нас произошел дисбаланс в рамках прежней модели по поощряющий импорт. И, соответственно, это вызывало оттоки иностранной валюты. Золотовалютные резервы у нас, если так взять, в 2015 году, они привели к критическому такому состоянию, когда оставалось только их объем обслуживал 18 дней. Хотя мировая такой критерий есть безопасности, такой диапазон, он должен поддерживать на уровне 3 месяцев обслуживания импорта. 90 дней. 3 месяца это 90 дней примерно. Сейчас объем золотовалютных резервов в Таджикистане, он примерно поддерживает 5,5 месяца. То есть у нас запасы есть. А то, что вы сказали, что в текущем году, у меня есть конкретные данные с сайта Национального банка, что в этом году для поддержания стабильности курса и других было использовано около 145 миллионов долларов для поддержания. Но
слишком много использовать эти ресурсы для того, чтобы поддержать стабильность национальной валюты, неэффективно. Я поэтому говорил, поэтому проводится определенная коррекция обменного курса. Коррекция, она позволяет поддержать эти резервы на определенном стабильном уровне. И в этом отношении то, что мы говорили прежде, сомони к доллару обесценился в рамках вот коррекции курса этого на 16%. Но и стабильность поддерживается. В этом отношении тот кредит, который был выделен МВФ, он именно на 180 миллионов долларов был направлен на поддержание вот этого стабильности золотовалютных резервов. А то, что Таджикистан сейчас производит золото, есть много предприятий, производящих золото. Национальный банк начал операции по продаже драгоценных золотых слитков и других. Это обычная практика. Золотовалютные резервы – это не есть все золото. Это часть, там где-то 30% это золото, а остальное это все свободно конвертируемая валюта. Ясно. И это продается, покупается и трансформируется. Есть разные там процессы. И говорят больше о такой бивалютной корзины, которая состоит из нескольких валют. И мы должны, учитывая, вот даже между долларом и евро есть различные колебания. И вот здесь Нацбанк и другие партнеры на финансовом рынке должны научиться правильно использовать динамику и получать не убытки от совершения валютных операций, от обесценения этих инвалют, а наоборот научиться получать прибыль как дополнительный источник дохода. Понятно. Но, тем не менее, вот раскрывать, распечатывать, условно так назовем, метафорически, золотовалютные резервы для покрытия текущих бюджетных расходов, это не сигнал? Плохой сигнал, что я что-то поэтому говорю, что тот вопрос, который вы задаете, он не соответствует действительно. То есть это неправда? Это, да, это вот... Понятно. Я был введен в заблуждение. Не, это вот, например, в России имеется национальный фонд развития. Да. Вот он... И СТАБ-фонд. Стабилизационный фонд. Вот они, это действительно закрытые денежные средства, и которые распечатываются в кризисных ситуациях. В Таджикистане, к сожалению, таких фондов нету. Мы не имеем возможности формировать пока, так как та страна имеет нефть, огромные ресурсы, которые реализуются на внешнем рынке, и даже вот те ресурсы неэффективно используют с точки зрения возможностей, которые имеются. Акип Авром, еще вот у нас мало времени, задам два вопроса, которые меня очень, и думаю, наших слушателей очень волнуют. Это, в первую очередь, трудовая миграция, денежные переводы, которые мы в прошлый раз обсуждали, это даже здесь, говоря, что... И мое мнение было такое, что таджикская экономика и таджикская банковская система сильно подсела на иглу денежных переводов, учитывая, что были два предыдущих кризиса, 8 и 14, когда было резкое сокращение денежных переводов. По разным причинам. В первую очередь, потому что экономика России пострадала, и у мигрантов, граждан Таджикистана не было работы, чтобы высылать отсюда деньги. Оттуда сюда. А так как банки зарабатывают на этом хорошо, я не знаю, какая сумма, вы можете сказать, какую сумму могут получать банки Таджикистана или Национальный банк от денежных переводов. Думаю, это существенно, возможно, в районе 15-20% от их общей прибыли. Можете поправить. Но вы сказали, что кризис – это цикличная вещь, по сути, природная вещь. И таких кризисов, связанных с пандемией, с другими вещами, могут быть и в будущем много. Не считаете, что банковская система сильно рискует, таджикская банковская система, полагаясь только на денежные переводы вот, как источник дохода? Ну и в принципе, вся экономика рискует, полагаясь только на это. Может быть, стоит думать другие источники подыскать, чтобы зарабатывать и для банков, и для экономики? Ну, вообще, вот в экономической теории, в практике глобальной экономики есть такое понятие голландская болезнь, когда развитие какой-то экономики национальной сильно увязано или связано с каким-то определенным фактором.
Для России это нефть, вот раньше для Голландии это были тюльпаны и другие. Для нас это денежные переводы. Но этот этап мы уже прошли. Вот даже при оценке развития национальной экономики за 15-16 годы, это официально уже признано, снижение объема денежных переводов свыше 30% не привело к снижению темпов развития нашей экономики, к отрицательным последствиям. Да, было замедление, 2-3%, но чтобы сказать, что мы полностью зависим от того, что поток денежных переводов, уже этого нету. Это говорит о том, что есть внутренние источники. Даже вот в рамках нынешней современной оценки, это признают и международные финансовые организации, уровень теневой экономики в экономике Таджикистана свыше 30%. Это огромные денежные потоки, это огромные денежные поступления в бюджет и другие факторы, которые пока сейчас мы не задействовали. Это один фактор. С другой стороны, о том, что денежные переводы являются огромным таким источником дохода для банков, это чуть-чуть с точки зрения доходности обслуживание денежных переводов почти, когда мы работали в Агробизнесбанке, они покрывали свои расходы, так как это обслуживание очень дорогое. Но поток денежный формирует возможность поддержания ликвидности на достаточно высоком уровне. И это позволяет увеличивать кредитование и за счет других операций получать прибыль, за счет проведения валютных операций. Сопутствующие эффекты были очень большие. В настоящее время в связи с сокращением потоков денежных переводов, сейчас чуть-чуть набирает темп, и в связи с тем, что вот новая система внедрена по выплате денежных переводов через единый центр, когда все денежные переводы выплачиваются в Сомони, здесь источники получения доходов за счет валютных операций тоже сократились. И в этом отношении говорить, что да, банки уже перешли от модели использования денежных переводов как основного источника получения развития своего к новой модели. Но пока адаптация идет. Постепенно отходим. Мы говорим, что сейчас даже в рамках программы, среднесрочной программы развития нашей экономики на 21-25 лет, там написано, что данный период мы используем для того, чтобы банковская система восстановилась. Но при этом предусматривается приоритетное развитие небанковских финансовых организаций. Это именно инвестиционных фондов, хеджевых фондов, бизнес-ангелов и тех, которые связаны с вложениями населения именно в рисковые операции с учетом их рисков. Доходности и рисков. Нужно привыкнуть, что мы вкладываем ресурсы, которые можем потерять. Но в этом отношении эта модель будет использовать теми, у кого есть достаточные ресурсы. Не бедное население, не это, а вот те, у кого уже сложились ресурсы, которые он может инвестировать. Но, как показывает опыт развития хеджевых фондов или венчурных фондов, вложение, если так взять в среднем, из 100 проектов 99 может обанкротиться, но один проект может дать тысячекратный объем доходности, покрывающий все эти убытки. Вот вам какие ресурсы предоставляет рыночная экономика. Я не понял, что такое бизнес-ангелы? Довольно новое слово для меня. Бизнес-ангелы – это те люди, которые частные лица, у которых очень много средств свободных капитала, которые ищут таланты, идеи, финансируют их совместно, и это позволяет реализовать вот те же инвестиционные проекты, от которых они получают и удовольствие, и огромную прибыль. То есть наши стартапы, кто заведует стартап-проектами, это бизнес-ангелы, так? Нет, стартапы – это тот, кто поддерживает и формирует пакет инвестиционных проектов. Они ищут инвесторов, вот бизнес-ангелов. Бизнес-ангелы – это частные лица, а есть институциональные инвесторы. Это в будущем страховые инвестиционные компании, это инвестиционные фонды, паевые, другие виды. Вот мы формируем создание этой сети в Таджикистане в течение 5 лет.
Здорово посмотреть на этих бизнес-ангелов вживую. Да, есть. И вот последний вопрос, который, думаю, будет очень интересным с точки зрения практического опыта, практической реализации. Вы говорили, что в Таджикистане нужно отходить от привычки, что источник дохода может быть только одна зарплата или что-то такое. Ну, для большинства людей. Для бизнеса, возможно, только что-то еще другое. Можете порекомендовать, как финансист, как специалист в банковской сфере, другие источники, которые могут быть приемлемы в условиях Таджикистана, куда вкладывать, условно говоря? Можно ли, например, покупать или играть на бирже, или покупать, например, акции таджикских компаний? И, в конце концов, можно ли получить дивиденды от, например, вот у меня есть одна акция Рагунской ГЭС. Я могу на ней заработать что-то в будущем когда-нибудь? И я тоже. Нужно сказать, что мы переходим именно вот в рамках правительственных программ реформ финансового сектора к тому, чтобы создаются условия для того, чтобы диверсифицировать вложения населения в различные виды финансовые активы. Мы не должны концентрироваться только на банковских депозитах или покупку жилья. Да. Даже покупка жилья уже показывает, что цены падают на жилье, и это не есть форма для того, чтобы зарабатывать. Это невыгодно. Но сейчас вот появилась альтернатива. Во-первых, это золотые слитки. Национальный банк реализует, и коммерческие банки содействуют реализации. Все-таки золото дорожает, в общем-то, в долгосрочной тенденции. Например, на наших фондовых биржах были размещены облигации банка Эсхаты с доходностью 22%, это и выше депозитов, и она показала, что нормально погасила свои обязательства, но этот процесс сейчас будет продолжаться, активизироваться, так как по сравнению с банковскими депозитами покупка облигаций как средство вложения, она позволяет не ждать срока окончания. Если вам необходим будет ресурс, вы можете продать облигацию на вторичном рынке и получить свои эти. Насчет того, что вот развитие вторичного рынка ценных бумаг позволит и предусматривается обязательная продажа до 10% акций действующих акционерных компаний на этом рынке, позволит населению вкладываться именно в эти вложения. А у нас есть очень высокорентабельные акционерные общества, сотовые операторы, микрофинансовые организации, ИМОН, Арвант и другие. Талко. Есть банки, нет, Талко сейчас финансовое положение его тяжелое, но программа реструктуризации будет, его модернизации. А вот Бархи Тоджик. В будущем, вот когда будет реорганизация, она трансформируется от модели получения убытки к инвестиционно привлекательной. И в этом отношении очень большие перспективы для вложений имеются. Здорово. Опыт показывает, что миллиардерами, миллионерами становятся не от вложения в банковские депозиты, а от использования рынка ценных бумаг. Потому что кроме дивидендов, она приводит к тому, что возрастает курсовая стоимость этих ценных бумаг, и это есть основной источник получения как бы богатства или накопления. Например, акции Рагунской ГЭС. До ее ввода мы действительно не получаем дивидендов, так как дивиденды это есть выплата части прибыли, получаемой этой компанией. До получения прибыли еще, может, 5-6 лет есть, но нужно населению знать и всем, кто владеет этими ценными бумагами, происходит процесс роста их курсовой стоимости. И по мере вот строительства, увеличения балансовой стоимости этой крупнейшей стройки, растет и стоимость курсовой каждой акции. Например, примерно, я так считаю, сейчас каждая акция, которая была куплена на 100 сомони, может быть, она имеет стоимость 500 сомони. Может быть. Поэтому вот формирование вторичного рынка ценных бумаг, она позволит выявить рыночную стоимость. А то, что эта компания
Рогун привлекательных в долгосрочной перспективе показывает реализация ее облигаций на международных рынках. $500 миллионов инвесторы выкупили облигации, профинансировали. В этом году предполагается следующим. Еще один пакет для привлечения этих ресурсов. Поэтому обладание этими ценными бумагами является для каждого долгосрочной инвестицией. А вот 500 сомнений примерно когда я могу получить? Через 5-6 лет? Когда она начнет получать заработок? Если мы предполагаем, что через 2-3 года, когда заработает активно рынок, вторичный рынок ценных бумаг на наших двух фондовых биржах, вы можете спокойно реализовать эту бумагу. Звучит классно. Все побегут скупать друг друга. Да, поэтому не выбрасывайте эти акции. Поэтому акции это да. Сохраните их до лучших времен. Спасибо, друзья. Это был подкаст студии Академии трех медведей про цикл передач о мировой экономике. До новых встреч. Спасибо вам.